Сегодня ночная смена. На проверке у нас Prius легендарный, 20-очка. Все, увидел. Порог где-то замяли. В общем, сейчас проверим батареечку. Посмотрим, что купили. Только купили, говорят. А тут у меня лежит подкидыш. Подкидыш называется. Батареечка подкидыш. Сейчас я ее проверю. Полежала она. Тут 800 было залито на нее. В общем, есть у меня и такие батареечки. Кому надо, без ошибок. На какое-то время. Пока. Ну, у кого прям совсем мертвая. 20 рублей, и она ваша. В общем, заводили. С автозапуска заводили. С автозапуска заводили. Один раз не завелась, и вот он пишет. Engine fail system. Battery control. Ну, короче, батарейка садилась. В общем, вот такие ошибки висят. Левый датчик. Гидравлическая система. В общем, короче, левый датчик у тебя порванный с левой стороны. С левой что-то порвано у тебя. АБС-ка, да? АБС-ка порвана с левой стороны. Так, что говоришь? А, вот провод. А где это? А, вот начало. Вот их две надо прикрутить вместе между собой. Только я не знаю, какой куда, короче. Методом тыка можем, да? Можем. Давай-ка, посвети. Давай сперва эти завяжи. Нифига себе система, да? Е-мое, блин, ну как так-то? А у нас все так через жопу. В деревне все так. В деревне все так, а пока так, да? Ну, пока так, временно. Временно. Ну сейчас я тебе дам изоленту, и если все, да, и по кусочкам. В принципе, у меня и паяльник есть, но это щелкается. Чуть-чуть проветрит, потому что это, в общем, без катализатора машина это просто ужас, ребят. Не дай бог вы ее заведете в гараже. Че, пробуем? Давай заводи, посмотрим. С левой стороны датчик не работает. Ну-ка. Газ, палас. Так. Давай через этот теперь. Через программу. В общем, вскрыли. Вся в пыли. Сейчас продуем на улице. Аркадия Паровозова. Ага. Отсюда. Видно меня? Аркадия Паровозова. Давно не было Аркадия Паровозова. Но сейчас будет. Прям вот состояние, конечно. На крыльчатку посмотри состояние. Ужас. Так, вентилятор готов. Почему-то вот тут штуки нету защиты. Сколько патрубков, да? Ну. Холодно.
Есть. Теперь самое главное. В общем, на столе у нас 20-очка. Смотрим, какие ржавые болтики под низом, контакты какие. И наждачка тут, и все было. По-моему, вон риску вижу на контактах. Риска видна. Какие-то ржавые, блин. Это с этой стороны. Это с этой стороны. Смотрим тут тоже. Ну, ребята тут, видимо, чистили наждачечкой. Вот наждачкой. Все происходит. Наждачкой все происходило. Ё-моё, вот прям видно риску. Ёк-макарёк. Ладно. Это есть. Теперь данные. Разбег в статике. Да. Отражение идет. Сейчас перезапущу. Всегда рассказываю. У меня много записей, да, других батарей. Короче, первое место 7 раз должен был пройти. Но у тебя зарядка маленькая. Вот почему-то первого. 16.01. И разница, видишь, 0.30. Большая разница. В общем, сейчас будем его разряжать. 400 метров стандартно. Проверим. 400 метров. Все, настройки. Сохраняем, убираем. Все, поехали. Разрядка пошла, 7 ампер. В общем, должен хотя бы 2 раза пройти. И потом, когда посыпется, все в зону зайдет. Но, по-моему, уже кто-то ковырял, потому что по краям слабые стоят, я уже вижу. Как бы горка тут образовалась. Горочка есть. Ну, глянем. Контакты тоже может быть, да? Контакты тут лазили, все обслуживали. Такие контакты я не буду принимать, дружище. Если они были бы у тебя без повреждений, можно было бы. Так, 87, 99, 84. Ну, тут удивляться нечему, в принципе, все перетусовано. Сейчас проверочку пройдет, потом будем что-то с контактами думать. Так, смотрим. Один вниз упал. Получается 10-я пара, то есть 11-я пара. Разряжаем дальше. В общем, ситуация такая. Две плохих есть. Вот этот стопудово, вот ему несколько иксов поставь. Этот еще поживет, но не знаю сколько. Этот и вопросик. Да. Он не пробитый, он еще какой-то может держится, но ему уже кирдык. Вот этот точный кирдык. 100%. Там это выскочит. Да. Прям 100%. Не, вот тут еще тоже крест поставь, что вот прям его уже вообще никуда. Вот этот еще не коротнулся. Там потому что вот как баны я показываю всегда. Смотри вот. Ну как аккумулятор простой. 6 банок. Раз, два, три, 4, 5, 6. Видишь, они все ячейками. А одна ячейка вот в этой вот. Где-то короткое замыкание. И она не может работать. Вот в этой ячейке. В общем, хозяин сказал, все собираем. Контакты эти
я не принимаю, короче, у него эти контакты, потому что они уже закосячены. Как-то у меня было, я один раз не доглядел контакты эти, и они у меня сейчас где-то вот тут вот валяются, и мне приходится теперь каждый контакт это смотреть, чтобы на них не было, видишь, тут риски, чтобы не было. Видишь вот здесь, что рисок нету? Или есть? Нету риски. Вот эти вот механические, именно когда они просто лежат, трутся, но именно когда наждачкой прошлись, нету. В общем, решил он сам себе оставить, сам будет ковырять. В принципе, видео смотрит. Вот. Может, я ему что-то еще расскажу маленечко, как это все сделается. Ну ладно, меняем шины и все. Собираем. Но так ездить нельзя. Это уже все. Это будет она канифолить мозги прям по тяжелой. Постоянно будет заводиться. Постоянно будет калматить, работать. Вот это вот такая работа будет, как вот 3 секунды и завелся, 3 секунды и завелся. А это на ходе? Не понял. На ходе это... На ход будет тоже отражаться. Отражаться будет? Конечно, он просто не будет вот эту батарейку вообще использовать. Он просто на бензинке будет ездить. Поэтому как бы тут дело такое. Ну кто-то есть ребята, которые ездят. Но тут в принципе 2 батарейки поменял. Самые из моей вот дешевой коллекции по 4 рубля. И все. И поехал дальше. И не паришься. Не будешь там что-то думать, там что-то снимать и так далее. Ну, в общем, человека пока денежек нет, поэтому ситуация такая. Подходим всегда к клиенту персонально. В принципе, хозяин сказал, потом сам разберет, мне вот эту отправит батарею. Там что-то сделает, наверное, не знаю. И я... Когда ко мне вот так привозят батареи, я вот ее сперва проверю по канальному. Именно посмотрю, сколько процентов в батарее. Вот у меня вот сейчас лежит вот на проверке. И я сейчас все вот эти данные, цифры запишу. Вот, допустим, 2254, это у нас 2200, да? Это вот от 1200 до 2400. 50-60%. Вот это вот батареечка, вот 2000, там сколько она? 2254, вот. Это вот 50-60%. Ну, негодная, короче, грубо говоря. Мне такие батарейки не нужны. Вот. 50-60% это не батарея. Хотя бы 70-80 еще куда не шло. Но 50-60 это. В общем, вот такая петрушка, ребята. Машина бывалая. Вонь стоит. В общем, ему еще вкладываться и вкладываться в нее. Вот такие аппараты. 20-ка это пипец, это грязь. Это старье. Короче, денег нету. Денег нет у человека, поэтому приходится просто проверять. Ладно, приборка в следующий раз, а я поехал другими делами заниматься. Ночь не перестает удивлять, как говорится. В общем, приехал к Арифану Женя. Вот, Евгений, короче, занимается вот ремонтом машин, вот так вот. Машины ремонтирует туда-сюда. Вот. В общем, как-то так. Вон он. Сейчас поедем за тачкой. Тачку поедем. Выдернем.
Ёбаный в рот, я вам моргаю, нахуй вы сюда лезете, блядь. Люди есть там? Это фиаско, братан.